Недавно, по понятным причинам, администрация Донецкой Народной Республики приняла решение, что школьники города Кировская будут обучаться в дистанционном формате. Мы находимся в информационном классе второй школы, где фактически все оснащено Республикой Саха-Якутия. Здесь можем посмотреть на всем нам хорошо известную доску, однако такими вот рядом стоящими информационными панелями, да, новыми досками оснащены все классы новой обустроенной школы. Ольга Алексеевна, директор школы, расскажите, пожалуйста, как было ранее и чего ожидается сейчас? Раньше, конечно, здесь не было такого оснащения. Школа 80-го года постройки, поэтому ремонты здесь не проводились, такие вот капитальный ремонт. Это вот впервые у нас такое происходит, глобальное изменение. И оснащение полностью все. Мы вынесли из этой школы все, что было старое, и вносим сюда все новое. Поэтому, я думаю, дети, когда придут уже обучаться в очном формате, то, конечно же, будет у них буря эмоций у детей, потому что такого оснащения, вот как в нашей школе, я бывала и в других городах, и где проводятся ремонтные работы, тоже капитальные ремонтные строительные работы, то такого оснащения, как в нашей школе, я не увидела нигде. Поэтому большое спасибо Республике Саха за такую поддержку. Не зря Республика Саха является IT-столицей Дальнего Востока. И мне кажется, на основе в вашей школе можно будет даже фактически какой-нибудь IT-кластер построить. Там это уже будет решать руководство. Скажите, пожалуйста, какие сложности переживала школа во время нахождения под юрисдикцией Украины, и как поменялось, когда пришла наша Родина и наша Россия? Смотрите, конечно же, во-первых, то, что не было такого финансирования. Мы практически работали на старых компьютерах, которые были там и 2000 года, и 2008, поэтому не было оснащения такого. Детям очень сложно было. Естественно, оборудование, которое было, оно оборудование 80-го года, то есть это уже практически больше 40 лет этому оборудованию. Это, конечно же, тоже очень сложно. Сейчас, конечно же, и во время, как мы перешли, стали Донецкой Народной Республики, более пошло финансирование. У нас обновилась база, холодильное оборудование во всех практически учебных заведениях. Потом компьютеры в 2020 году мы получили новые. И даже мы не успели их распаковать, так сказать, эти компьютеры. Они у нас так и стоят, будем их использовать в кабинете английского языка, потому что там тоже нужно вот такое вот оснащение. И, естественно, ремонты. Санитарное состояние туалетных комнат было, конечно же, уже такое плачевное. Канализационная система не выдерживала электропроводка, поэтому здесь вот проведена новая проводка, которая будет выдерживать, все заменено, все новое, все красивое. Потолки сделали отопительную систему нам тоже поменяли. Фактически полностью остались только кирпичи. Я когда пришла, увидела, когда я зашла в школу и увидела, что только кирпичи видны, я была очень, не то что расстроена, я думала, боже, когда это все закончится, как это можно все сделать, как это можно успеть. Ребята, конечно же, молодцы, работают и днем, и ночью. Вот сегодня пришла, электрик ночью работал, потому что нужно сделать побыстрее и качественно. Я думаю, что практически половое покрытие полностью перекрыли, в коридорах плитка, в кабинетах линолеум. Общий капитальный ремонт. А скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы сотрудничаете с коллегами из Республики Саха-Якутия. Может, есть какие-то слова, какие-то пожелания, какие-то приветственные? Да, конечно. Мне бы очень хотелось передать привет, так сказать, и большое спасибо главе муниципального образования Солянский наслед Алекминского района Республики Саха-Якутия Якушкиной Наталье Захаровне, которые в своем небольшом маленьком селе провели такое
мероприятие важное для нас. Своих не бросаем. В результате этого мероприятия был проведен благотворительный концерт, на котором были собраны средства в сумме 42 тысячи и переданы нам для новогодних подарков нашим детям. Мы решили использовать эти деньги на новогодние украшения для наших детей, на новогодние праздники, так как в этом году к нам еще приходит новая елочка, поэтому она должна сегодня прибыть к нам. И мы украсим этими новыми гирляндами, игрушками, и у детей будет вот настоящий праздник, Новый год. Огромное вам спасибо, что вы, находясь так далеко от нас, такие родные нам и близкие, и сочувствуете, и сопереживаете нам. Поэтому, большое спасибо. Дети отдельно вам скажут, мы когда нарядим елочку, уже тогда мы вам передадим от детей привет от наших. А так, с наступающим вас праздником, с Новым годом, мира и добра вам. Спасибо. Как мы видим, дети самые первые, кто решается оказывать помощь. Не только наше правительство его оказывает, и взаимодействие между двумя республиками, между Донецкой Народной Республикой и Республикой Саха-Якутия, оно все теснее и все ближе друг к другу, несмотря на расстояние.